Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur.总统阁下，中国人民解放军仪仗队列队完毕，请您检阅。
Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай, проведенные им встречи и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также другими руководителями Китайской Народной Республики можно охарактеризовать как прорывной. Китай – одна из ведущих мировых держав. Китай – это первая экономика мира, это огромный технологический, промышленный, интеллектуальный потенциал. Китай – это страна, которая строит глобальные транспортно-логистические коридоры и маршруты. И в этом плане, безусловно, визит азербайджанского лидера, во-первых, показывает то значение, которое уделяют сегодня в Пекине развитию отношений с Азербайджаном, а во-вторых, статус и место Азербайджана в системе международных отношений, который выходит далеко за пределы статуса средней державы. Мы вправе говорить сегодня, что благодаря стратегическому видению президента Ильхама Алиева Баку успешно развивает формат дипломатии, многосторонний, многовекторный, но в то же время сбалансированный, что позволяет Азербайджану успешно развиваться и находиться в центре принятия важнейших международных решений. Конечно, это связано и с возрастающим статусом Каспийского региона, как ведущего геоэкономического и геополитического района мира. Вместе с тем, это и показатель азербайджанского статуса как страны, которая резко усилила свой потенциал и место в системе международных отношений благодаря блестящей победе во Второй Карабахской войне и последующих антитеррористических мероприятиях, приведших к полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности. Азербайджан – это динамично развивающаяся экономика. Азербайджан сегодня – это ключевой поставщик энергоресурсов и страна, которая в значительной мере обеспечивает энергобезопасность Европы. И, конечно же, для Китая развитие отношений с Азербайджаном имеет очень важное значение. Мы можем прогнозировать, что благодаря этому визиту Азербайджан сможет успешно реализовывать целый ряд транспортно-логистических проектов, в которых крайне заинтересован Китай. Вместе с тем, данный визит позволил добиться договоренностей, благодаря которым высокие технологии, необходимые для развития современного государства, станут доступными Азербайджану с точки зрения технологического и интеллектуального трансферта соответствующих решений из Китая в Азербайджан. В целом говорим о том, что в сегодняшнем турбулентном, во многом непредсказуемом мире азербайджанская дипломатия обеспечивает статус и динамичное, эффективное, устремленное в будущее развитие азербайджанского государства. При этом Азербайджан, благодаря в том числе многовекторной дипломатии и балансированию своей роли в системе международных отношений, будет иметь в лице Китайской Народной Республики надежного, предсказуемого и ответственного партнера. Данный визит еще раз показывает, что Азербайджан понимает суть и характер современной системы международных отношений. И, конечно же, успешное развитие отношений с Китаем дает Азербайджану новые возможности для развития того формата, благодаря которому Баку успешно развивает целый ряд международных проектов и в том числе, конечно, дает новый эффективный импульс развитию азербайджанской экономики и страны в целом.
У многих слово «Восток» ассоциируется с каким-то общим понятием мудрости, неторопливости, вечности и загадочности, свойственным разве что самому времени. На бытовом уровне Восток ассоциируется со многими предметами искусства, одним из которых является изумительный восточный ковер. За свою многотысячелетнюю историю настоящий восточный ковер почти утратил свое прямое назначение – утеплять жилище. Зато второе его назначение, декоративное, возросло. Ковер идеально подчеркивает хороший вкус хозяина дома и будет символизировать о достатке. Настоящую вещь видно сразу. Она вызывает восхищение, словно светясь какой-то особой энергией. Так оно и есть на самом деле, ведь настоящий восточный ковер изготавливается вручную не один год и получает за это время мощную энергетическую подпитку, растекающуюся по всем элементам узора и прочно въедающуюся в каждую нить. Одним из самых ценных материалов на Востоке считается шелк. С глубокой древности здесь из поколения в поколение сохранялись традиции изготовления одежды из шелка, шелковых ковров. Искусство ткать ковры ценилось больше всего, так как в каждом доме обязательно было несколько шелковых ковров. На сегодняшний день самыми известными и искусными школами плетения шелковых ковров являются иранская, азербайджанская и, конечно же, среднеазиатская. В наше время не так много фабрик, где изготавливают настоящие восточные ковры, а уж мастеров, сохранивших все секреты своего дела в неизменном виде, можно сосчитать по пальцам. Тем не менее, одно из таких мест вполне свободно можно посетить, став свидетелем создания очередного шедевра. Наша съемочная группа «Мост дружбы» посетила в Самарканде фабрику «Худжум», которую создали предприниматели из Афганистана, наши братья-туркмены. После открытия эту уникальную фабрику посещали президенты, премьеры, министры, высокопоставленные лица многих стран мира. Мы были свидетелями стенда специальной фотовыставки. Году в Мадриде, Испании, потому что мы не используем детский труд. У нас запрещено. Эту статуэтку одна девушка с нашей фабрики в Узбекистане, это как женщина года в Узбекистане. Здесь много было. Также у нас Искусство ткать шелковые ковры является одним из самых древних для центральноазиатской территории. В Бухаре, Самарканде, Хиве можно увидеть множество прекрасных шелковых ковров, изготовленных вручную узбекскими мастерицами. В основном свою работу выполняют девушки. Они сами окрашивают нити, затем сушат их и начинают основную работу. Изготовление шелковых ковров – работа трудоемкая. Она может занимать по времени от 1 до 6 месяцев, а иногда и больше года. Это зависит от размера и сложности рисунка ковра. Побывав в Самарканде, стоит посетить фабрику шелковых ковров Самарканд-Бухара Silk Carpets, которая также известна под названием Худжум, из-за расположения на улице Худжумская. Здесь можно наблюдать непосредственно за самим процессом изготовления ковров, увидеть уникальные образцы ковровых изделий и, конечно же, заказать одно из них. Мы производим ковров шелковых, шерстяных, это единственное считается. То есть такая большая фабрика в Узбекистане, которая производит шелковых ковров, используя натуральные красители. То есть в Узбекистане большая, да. Самая большая фабрика является вот эта? Именно шелк. Да. Есть производители, очень много, но это машинная работа, и то есть используют синтетику. То есть это не ручное. У нас все ручное. Ручное и шелка. Да, сама фабрика была основана в 1992 году. Это совместная фабрика Афганистан с Узбекистаном. Основатели нашей фабрики приехали из Афганистана, родом туркмены, то есть основали эту работу. 5-е поколение занимается этим ремеслом. В основном мы делаем рисунки Средней Азии, побольше узбекские, там туркменские рисунки. То есть тема
находите сами и дизайнеры сами? Ну, это традиционные в основном, но есть ковры, которые делаем на заказ. Эти ковры, то есть, делаются нетрадиционные рисунки тоже, потому что ну, из разных стран, то есть Европа, например, заказывает, из России заказывают, то есть ковры разного размера, разного рисунка. А насколько пользуетесь вашей продукцией по спросам, потому что они и дорогие цены, я смотрю. Ну, хорошо, большой спрос тоже не могу сказать, то есть, но есть очень, знают любители, потому что это же натуральная, то есть, а натуральная вещь всегда польза для людей, то есть из-за этого есть, которые люди понимают и знают, и заказывают или покупают. На фабрике работают в основном молодые девушки, которые создают удивительные ковры самых ярких и разнообразных расцветок. Также здесь можно увидеть изделия с древними орнаментами, изготовленными по секретам, передаваемым из поколения в поколение. Посмотрела, там из других стран тоже приезжают специально, вот и главы государства посещали вашу фабрику, да? Да, у нас очень много бывает гостей, среди них бывают разные главы государств, то есть премьер-министры, президенты. Если у них есть время, то есть позволяют по времени, они посещают нашу фабрику, потому что это, то есть, единственная фабрика, и такой работы очень, то есть, мало. Так скажите, пожалуйста, в год сколько производите и продажа какая? Примерно, если так посчитать, в месяц у нас получается около 30 квадратных метров шелковых ковров. Это в месяц. То есть бывает меньше, бывает больше. Это же ручная работа, то есть по-разному бывает выработка, то есть и зависимо от самих это девочек, то есть главное, чтобы они успевали, делали, работали. Они заказывают? Есть заказы или тоже. Сами приходят выбирать, которые? Нет, есть заказы тоже, которые люди через интернет заказывают, есть, которые посещают фабрику, и то есть есть специально, намеренно этим планом приезжают сюда и покупают или заказывают. То есть, но заказы индивидуальные, то есть там бывают даже нетрадиционные рисунки тоже. Уникальность изделий этой фабрики состоит еще и в том, что материалы для окрашивания здесь делаются из натуральных красителей – грецкого ореха, граната, индиго, морены. Скажите, пожалуйста, как вы кадр подбираете? Потому что это такое дело, что просто так, кого попало, не возьмешь, наверное, массы профессионала свое дело. Ну, очень много желающих, я хочу подчеркнуть, сказать, что очень много желающих, которые хотят научиться этому ремеслу, но очень мало остаются работать в этой сфере. Не из-за того, что тяжелая работа, а из-за того, что, да, нужно терпение, потому что ты одно и то же делаешь, а не все могут, то есть сидеть в одном месте и делать одно и то же движение. За счет этого, то есть, зрение не влияет. Есть люди, которые 80-70 лет, которые делали ковры. То есть это научно доказано, что от этой работы, даже если не делаешь такую работу, все равно люди теряют взор. В Самарканде сохранилось уникальное производство по старинным технологиям, секреты которых передавались из века в век от учителя к ученику. Если вы желаете наглядно понять, почему ручная работа стоит весьма недешево, добро пожаловать на самаркандскую ковровую фабрику «Худжум». Ковровая фабрика, являющаяся важной достопримечательностью Самарканда и Узбекистана в целом, представляет возможность как ознакомиться с работой мастериц, которые ткут ковры вручную, так и выбрать понравившиеся изделия из шелка и купить ковер из первых рук. Не покидая пределов фабрики, можно пронаблюдать все этапы производства великолепных шелковых ковров, начиная от размотки кокона тутового шелкопряда. Все необходимые операции производятся вручную с использованием лишь самых примитивных приспособлений. За станками работают только девушки, которые вкладывают свою душу в каждый узелок шелковой нити, ряд за рядом создавая будущий ковер. На изготовление одного ковра в среднем уходит год, но это лишь приблизительный срок, который зависит от размеров и сложности узора.
У нас только те, которые делают ковры, больше 200 работают. У нас очень развит надомный труд. У нас дома женщины работают, то есть и для них удобно работать дома, то есть и продолжать смотреть за своими детьми перед глазами. И делают помимо этого, это да. по всей республике, да? Вот Сейчас расскажу. Да, то есть есть, например, 100 километров дальше отсюда есть 150, где-то есть несколько филиалов, есть несколько, то есть дома почти 80 человек, которые работают дома, тоже делают ковры. А вообще ассортимента сколько ковров разных? Ой, у нас разных очень много, то есть счета там около 100 разных имеется в ассортименте рисунков. То есть и из одного рисунка мы делаем, например, несколько еще цветов тоже, это тоже входит в этот ассортимент. То есть там, если в количестве взять, там больше 200-300 получается. То есть Немалую роль в этом играет и количество узелков на квадратный сантиметр. Чем сложнее рисунок и больше плотность узлов, тем изысканнее и ценнее ковер. Все ковры на фабрике Худжум абсолютно натуральные. Даже шелковые нити окрашиваются вручную исключительно природными красителями, получаемыми из кожуры грецкого ореха, гранатовых корок и стеблей аспарагуса. Окрашенные таким образом нити долго сохраняют свой цвет и даже приобретают со временем некоторую золотистость. Рисунки типовых ковров, производимых на фабрике, разнообразны, но выполняются с использованием различных вариаций национального орнамента, что делает их уникальными и в то же время подчеркивает принадлежность к среднеазиатской школе коврового плетения.
Məni candan usandırdı, cəfadan yar usanmazmı? Fələklər yandı ahımdan, muradım şəmi yanmazmı? Şəbi hicran yanar canım, tökər qan çeşmi giryanım, oyadar xəlq əfqanım, qara bəxtim oyanmazmı? Metaphor Fashion Şəbi hicran kolleksiyası. Məndə Məcnundan Füzun aşiqli istedadı var. Aşiqi sadiq mənəm, Məcnunun ancaq adı var. Aşiqi sadiq mənəm, Məcnunun ancaq adı var.
Bəlayı eşq ilə qıl aşina məni. Birdən bəlayı eşqdən etmə cüda məni. Modeliyer dizayner Mətanət Bayramova. Əvvəla bütün qonaqlarımızı salamlayıram. Hər birinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Məqsədimiz Azərbaycanın sənətkarlıq nümunələrini geyimlər üzərinə tətbiq edərək müasirliyi, trendlərə uyğun geyimləri dizayn etmək idi. Geyimlərimizin hər birinin üzərində böyük bir komandanın əziyyəti var. Geyimlər 3 aya ərsəyə gəlib.